Так, всем привет! Сегодня я вам расскажу о полезном девайсе, с помощью которого можно подключиться к старым Тойотам 90-х годов и посмотреть данные на своем смартфоне. Тойотовский код уже давно взломали, где-то лет 12. Схемы простые для повторения. Можно посмотреть спокойно данные тойотовские на компьютере или ноутбуке с помощью нехитрого переходничка RS-232 на USB, конвертер, переходник. В общем, там ничего сложного нету. Но тут как бы времена другие уже. Смартфон у каждого есть, и он более удобный. Вот на просторах сети нашел простенькую схему и повторил ее на драйве. Потом там ссылочку скину. В общем, схема проста для повторения. Состоит она из Arduino Nano, это маленькая платка в серединке, и Bluetooth модуля. А это питание, потому что Nano Arduino работает только на 5 вольтах. Это сетевой с 12 вольт на 5 вольт переходничок, сделан из старого зарядника телефона. Так что ничего сложного в этом нету. Вот взял АБД разъем. У меня в свое время заказал целую пачку таких с Китая. Они не очень дорогие тоже. Так что в принципе все недорого. Сам корпус я нашел. От скутера взял. Какая-то релюха или еще что-то. Непонятно. Так. Вывел индикацию. Тут блок питания с торца. Здесь контроллер Arduino Nano. Там питание, передача данных и Bluetooth модуль. Тоже. В общем, вот и все. Все это работает через переходнички для удобства, чтобы не городить колхоз каждый раз. Вот у Тойоты два стандарта. Было два. Вернее, 3 DLK мод. Это разъема. Вот они. Это 20-пиновый прямоугольный. Это такой. Почти что круглый. И еще был такой же, только поменьше. Но в принципе они подходят. То есть в этом просто больше пинов больше. Но физически они подходят друг к другу. Вот так. Есть у меня, конечно, и взрослый адаптер, которым пользуюсь с ноутбуком. Вот он. Он тоже работает с этими переходничками. То есть никаких проблем. Там уже все разведено. Просто перемкнул и все. Да, кстати, вот китайцы продают. У них там неправильная распайка идет. А может и правильно. Но в общем они не подходят. Но не знаю как. Но мне их удалось разобрать. Их надо просто нагреть феном. И потихонечку разобрать. И перепаять провода. А потом с помощью вот такого пистолетика клеевого обратно собрать. Кстати, рекомендую его. И все контакты тоже на клеевой пистолетик, потому что машина, вибрация. И постоянно все отходит. Для надежности, так сказать. Ну, сейчас я его соберу и подключим к автомобилю. Так, вот я уже подключил DLK разъем переходничок. Здесь используется 22-пиновый переходник тойотовский. Для удобства я переместил его в салон, так как обычно он в моторном отсеке находится, что не очень удобно. Вот сам адаптер. Вот подано питание на Arduino Nano, включен Bluetooth модуль, включил зажигание и пошел обмен. На старых Тойотах обмен данных идет при замыкании определенных контактов, а именно E1 и TE2. И он просто передает данные в режиме реального времени. Принимать он не умеет, только передает. Так, сейчас подключим
телефон. Работает это все через программу Торг. Так, вот он подключается. Вот. Пошел обмен данными. То есть вот тут загораются символы на торке. Телефон, флешки, автомобиль. Значит, произошло подключение. Вот приборная панель. Вот они все датчики. Моргает зелененьким, значит чтение пошло. Так, это ускорение, обороты, дроссельная заслонка, скорость. Это что, вакуум в пустом коллекторе, жидкость охлаждающая. И тут тоже кое-какие данные. Ну вот сейчас заведем наш автомобиль. И вот, соответственно, пошли данные. 1000 оборотов. 1000 оборотов. Вот это регулятор холостого хода. Шаг. Время открытия форсунок. Что-то еще, не знаю, там кислородный датчик. Тут. Протокол очень медленный. Это так было изначально задумано, потому что как-никак конец 80-х годов. Ну вот, в принципе, все работает. Не надо никакого дорогостоящего оборудования. Все легко для повторения, все рабочее.